шэры кардынал беларускай апазіцыі. Стваральнік «Гавары праўду» і двух зарэгістраваных прэзідэнцкіх кандыдатаў ад гэтай арганізацыі. Андрэй Дзмітрыеў цяпер вырашыў сам выйсці на першыя ролі. Атмасфера скандалу суправаджае яго з 2010 году. А якую ролю ён выконвае цяпер? Кандыдата-спойлера, або гэта адзін з наймудрэйшых апазіцыйных палітыкаў, які акурат чакае зручнага моманту для перамогі. Кіраўніка штабу Андрэя Дзмітрыева Сергея Возняка мы дапытаем сёння на дэтэктары хлусні. Оппозиционный кандидат ці спойлер. После отказа реальных, так сказать, соперников зарегистрировать, не спойлеры, с моей точки зрения, должны были отказаться от выборов. Чаму Андрей Дзмітрыеў не здымаецца з выбораў? Ці падрабляліся подпісы? Это была нейкая асобная компьютерная программа, якая друкавала листы, якія потым дапрацоўваў штаб Дмітрыева. Прызнанне былога сябра «Гавары праўду». Ці плануе штаб Дмитріева плошчу? Я сегодня не вижу такой готовности у людей. Як команда Дмитріева збіраецца дзейнічаць пасля галасавання? Адзін з самых малазаўважных кандыдатаў на этапе збору подпісаў Андрэй Дзмітрыеў звярнуў на сябе ўвагу ў дзень рэгістрацыі, выступіўшы з рэзкай прамовай у цэнтры выбаркамі. Сегодня ни у кого из кандидатов нету большинства голосов избирателей, но абсолютное большинство белорусов хочет выбрать нового президента. Апошнія 5 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі Дзмітрыеў назваў страчанымі для Беларусі і яе грамадзян. Вместо развития и реформ получили стагнацию с вечной показухой, поиском врагов среди своих граждан, хамством, безответственной политикой во время коронавируса. Дзмітрыеў асудзіў нерэгістрацыю бабарыкі і цапкалы, рэпрэсіі падчас выбарчай кампаніі, а таксама тое, што ў выбарчай камісіі практычна не ўключылі прадстаўнікоў апазіцыі. Тым не менш, многія працягваюць лічыць Дзмітрыева кандыдата спойлерам, маўляў, дзейнічае ў інтарэсах Лукашэнкі. После отказа реальных, так сказать, соперников зарегистрировать, не спойлеры, с моей точки зрения, и с точки зрения любой политической логики, должны были отказаться от выборов. Да? Раз те, кто не называют себя как бы демократическими кандидатами, но не отказываются, в принципе, у нас есть основания считать их спойлерами. Пікетаў па збору подпісаў у Дзмітрыева было менш, чым у кандыдатаў-фаварытаў, і чэргі да іх стаялі сціплыя. А вось з колькасцю сабраных подпісаў здарыўся скандал. ЦВК налічыў іх яму больш, чым тая лічба, што Дзмітрыеў сам агучваў перад тым, як іх здаць. Штопраўда, разбежка склала ўсяго некалькі тысяч подпісаў, а не дзясяткі тысяч, як у чэрашняй Канапацкай. Дзмітрыеў казаў, што здаў 107 тысяч подпісаў, а цэнтр выбаркам налічыў яму іх амаль 111 тысяч. У 2015 годзе Андрэй Дзмітрыеў ужо фігураваў у скандале, звязаным з недаверам да сабраных подпісаў за вылучэнне кандыдатам на прэзідэнты яшчэ аднаго з лідараў «Гавары праўду» Тацяны Караткевіч. Дзмітрыеў быў тады кіраўніком яе перадвыбарчага штабу. Скандал ушчаўся пасля прызнання каардынатара штабу па Менску Ярослава Берніковіча. Ён сцвярджае, што ў сталіцы за Караткевіч нібыта сабралі менш за 15 тысяч подпісаў, а па ўсёй Беларусі у найлепшым выпадку 70 тысяч. Это была нейкая асобная компьютерная программа, якая друкавала листы, якія потым дапрацоўваў штаб Дмітрыева. Это было 5 человек на чале с одним з кіраўніком штаба, які до сих пор працуе у Дмітрыева. Один из тых людей намеснік старшыні у другой партыі. Я не буду казаць, але можа ён сам скажа, што адбывалася ў ноч перед тым, як здаць подпісы. На думку Берніковіча, каманда Дзмітрыева не сабрала сотні тысяч подпісаў, а не гэтым разам. Я думаю, што тут ніякай схемы і не патрэбна, таму што рэгіструюць тых, каго патрэбна ўладзе. Колькі б ты мне здаў? 10 тысячаў, напішуць, сколько там, 106, 147. Это не патрэбна. Яны показалі, што недзе збіралі. У інтэрнэце выкладывалі здымкі з гарадоў, дзе яны прыязджалі на гадзіну, ставілі пікет, здымалі 2-3 чалавек, якія падыходзілі,
и показывали, что вось по всей Беларуси подписи збираются. Ну, это ж не сбор подписов. На выборах 2010 года Андрей Дмитриев кіраваў штабам іншага кандидата на президенты Владимира Някляева. У день выборов 19 снежня, калі команда Някляева рухалася на плошчу, силовики напали на іх, жорстка збілі, а потым затрымалі. Але Дмитриев пазней выступіў на БТ і заявіў, што міліцыя наадварот абараняла пратэстоўцаў ад некаторых нецвярозых удзельнікаў. Сзади из толпы начали надвигаться пьяные молодые люди, завязалась драка, вот, и подоспевшая милиция смогла эту драку разнять. Сотрудники милиции не виноваты в случившемся. Пазней Дмитрыеў публічна выказваў шкадаванне адносна гэтага свайго ўчынку і тлумачыў, што на яго націснулі пагрозамі на адрас сям'і. Гэты зварот стаў адной з падставаў для выключэння Дмитрыева з шэрагаў аб'яднанай грамадзянскай партыі, дзе ён займаў пасаду міжнароднага сакратара. Дарэчы, на гэтай пасадзе Андрей Дмитрыеў займеў добрыя сувязі з замежнымі донарамі. Пра вялізныя сумы, якія кампанія «Гавары праўду» выдаткоўвала на выбарах 2010, у апазіцыйных колах ходзяць легенды. Андрей Дмитрыеў каментаваць каштарыс выбараў 2010 адмаўляецца, але неяк разважаў пра аптымальнае фінансаванне. Не бачу сэнсу казаць, колькі нам каштавала па грашах прэзідэнцкая кампанія 2010 года. Адно магу сказаць, сур'ёзная прэзідэнцкая кампанія ў Беларусі прыкладна павінна каштаваць ад 5 і больш мільёнаў долараў. Пасля выбараў 2010 «Гавары праўду» пакінулі па чарзе яе лідар Владимир Някляеў і заснавальнік Александр Фядута. Мяне папракаюць, чаму я не зрабіў усё, што можна зрабіць, не змагаўся з былымі паплечнікамі, з Дмітрыевым, з тымі, хто абсеў сёння «Гавары праўду». Але што я, адзін чалавек, магу зрабіць супраць спецслужбаў? Я мог зрабіць толькі тое, што мог зрабіць – сысці. Што з сябе ўяўляе каманда Андрэя Дмітрыева цяпер? Якія ў іх сапраўдныя мэты і планы на гэтую выбарчую кампанію? Сам Дмітрыеў на інтэрв'ю з паліграфам так і не наважыўся. На нашае пытанне сёння пагадзіўся адказаць кіраўнік яго выбарчага штабу Сергей Возняк. Ці сабрала ваша каманда подпісы 100 тысяч рэальных грамадзян у сёлетняй прэзідэнцкай кампаніі? Да. Я вижу маркеры лжи в виде дескрипторы, сглатывания, движения кисти левой руки и усиленное моргание, незначительное усиление моргания. То есть я здесь насобирал 3 маркера лжи. Тут поліграф показвае, што у вас альбо пэўнае хваляванне, ці сумневы, ці нейкая моцная эмацыйная рэакцыя. Мне эти разговоры о собранных или не собранных подписях кажутся очень странными в условиях, когда ребята, вы делаете вид, что вы в выборах участвуете. Мы же в выборах не участвуем. Здесь я еще вижу 2 маркера лжи словесно. Это уход от ответа, называется игнорирование темы, соскакивание, да. Дальше есть этап продавливания на жалость. То есть это в речи, когда человек уходит от ответа, ему надо на что-то спрыгнуть. Здесь эффект жалости. Як жалости он робит? А он жалость, что типа вы тут собираете подписи, что вы тут реально будете, либо не будете. То есть на жалость эффект. Мы участвуем в политической кампании. И то есть, с одной стороны, люди говорят, у нас выборов никаких нет, а потом они требуют там, от кандидатов, от претендентов, значит, вы там соблюдайте избирательный кодекс, следуйте всем правилам. И мне это кажется, позиция, она очень алогичная и циничная, да? Потому что то, что нет выборов, понятно было уже при формировании территориальных комиссий. Оппозиция, как всегда, пролетела. Все, на этом история про выборы закончилась. Ці сабрала «Гавары праўду» подпісы 100 тысяч рэальных грамадзян у часе мінулай прэзідэнцкай кампаніі 2015 года? Да. Тут поліграф показывае упэўнены адказ. Тады распавядзіце, як это удалося? Собрать подписи? Тогда это были пикеты и обход от двери к двери. Нам тогда очень повезло, что оппозиция бойкотировала выборы, и Татьяна осталась одна, потому что никто Гайдукевича и этого Улаховича не воспринимали как оппозиционных альтернатив. И тогда, мы еще помню, потом Някляев ушел, а мы еще шутили. Някляев мечтал о едином кандидате оппозиции, а Короткевич оказался единственным кандидатом. Она не была единым, но она оказалась единственным. Зараз у гэтай кампаніі шмат канкурэнцыі. Проблема с обходом от двери к двери с коронавирусом, да. Да.
І пікетаў за Дмітрыева некаторым пишут, что их было меньше бачно, чем пикетов за Бабарику, за Зыбкала. Як вы лишите, у вас было столько же пикетов? Нет, у нас было меньше пикетов, потому что у нас, очевидно, было меньше финансовых ресурсов в этих компаниях. Так як вы тогда собрали? Вот до ареста Тихановского человек конкретно шел. Или там за Бабарика подписаться, за Тихановского, за Цыпкала, там, то за Дмитриева, за чей. После ареста Тихановского люди пошли за всех, кроме Лукашенко, подписываться. Второе. В этот раз мы совсем не планировали обход от двери к двери из-за коронавируса, но мы придумали эту совершенно новую идею, как мы сами это назвали, доставка пиццы на дом, когда мы собирали заявки у людей через интернет, через СМС. Ну, у нас вот эти все наши лавочки, скамеечки, асфальтированные дороги дали нам десятки тысяч людей с телефонами, которые у нас есть, да. У нас просто сидели волонтеры и звонили, там, не знаю, в Минск, в Гомель, в Брест. Марья Ивановна, здравствуйте. Вас беспокоит из штаба Андрея Дмитриева. Помните, вы в прошлом году приезжали к нам на форум регионального развития? Да, помню. А вот сейчас Дмитриев идет кандидатом. Не хотите ли вы дать подпись? 70-80% положительных ответов. Ці лічыце вы, што дзясяткі тысяч подпісаў, якія цэнтравыбаркам забракаваў у фаварытаў прэзідэнцкай гонкі, сапраўды были несапраўднымі? Нет. Тут полиграф не показывает никаких сомневов. Ну, во-первых, я уверен, что какая-то часть подписей и у Бабарика, и у Цыпкала, так же, как и у нас, у других кандидатов, была небрежно оформлена, неправильно, ошибки. Это же обычная процедура. Но для меня очевидно, что там были незаконно вычеркнуты и нормальные подписи. Вот по этим двум кандидатам, о которых мы сейчас говорим. Но власть имеет возможность делать, как ей кажется, удобную для себя конфигурацию кандидатов, соперников, оппонентов. Она это делает. Ці лічыце вы, што удзел кандыдата ад «Гавары праўду» ў гэтых выбарах дзейнічае ў інтарэсах шырокага кола прыхільнікаў перамен? Да. Вельмі ўпэўнены адказ. Глядзіце, а ці не было б мэтазгодней у гэтай сітуацыі падтрымаць, магчыма, некага з кандыдатаў, хто мае большыя шансы на перамогу? Если бы у нас были выборы и считали бы голоса, тогда переговоры о том, чтобы менее рейтинговым кандидатам сняться в пользу более рейтингово, это было бы логично. Вот. Я не думаю, что 9 августа нашей комиссии будут считать голоса, поэтому это все вообще теряет смысл. У нас рейтинговый кандидат может оказаться в официальном протоколе на самом последнем месте. Калі усе альбо бальшыня кандыдатаў, альбо усе значныя кандыдаты прынялі пазіцыю, што здымацца усім разам у выпадку, калі не будуць зарэгістраваныя самыя моцныя, ці не паспрыяла б гэта большим шансом? Ну, я думаю, власть позаботилась о том, чтобы все кандидаты не снялись. И есть, очевидно, кандидат, который позиционирует себя как оппозиционный, но она сниматься не будет ни при каких условиях. Власть об этом позаботилась, как мне кажется. Это кто? Анна Анатольевна. Ну, это просто для меня это очевидно. Да, Анна Анатольевна, она, очевидно, не будет сниматься ни при каких условиях, и тогда вся эта власть как раз предупредила вот такую вот возможность, и чтобы не остался Лукашенко и Бабарика, или там Лукашенко Цыпкал, или Лукашенко и Дмитриев, еще там кто-то, Лукашенко Тихановская, там будет Анна Анатольевна, которая, как мне кажется, в этой кампании играет ту почетную роль, которую во всех предыдущих кампаниях играла либерально-демократическая партия. Дык а в чым тады розніца вашых дзеянняў і дзеянняў каманды Канапацкай? Мы не будем оскорблять Виктора Бабарика и остальных людей, которые сейчас находятся под арестами. У нас будет кампания, составной частью нашей агитационной кампании будет требование освободить всех этих людей и провести там в течение полугода или года нормальные президентские и парламентские выборы.
Мы будем жестко критиковать действующую власть. Ці лічыце вы, што ваш удзел у выбарах зручны для ўладаў і дапамагае ім? Нет. На тэсце, які вы прайшлі перад гэтым, паказваецца моцнае хваляванне. Не верю вашему полиграфу, как и полиграфу КГБ тоже не верил, но если брать какие-то тактические планы власти, то я понимаю, что участие там каких-то оппозиционеров в выборах, в том числе там нашей организации «Говори правду», оно им дает тактические выгоды. Но в стратегическом плане нет. Те, кто участвует в выборах, они не работают на власть. Стратегически. Просто Лукашенко, он думает о том, как бы ему пережить 9 августа и не допустить Майдана. Вот. А если думать стратегически, что мы думаем так, что работая с людьми, давая людям выразить свой протест, поддержав программу альтернативного кандидата, там самого кандидата, мы работаем на будущее, мы работаем на те дни, месяца, которые уже будут после там, этих президентских псевдовыборов. Конечно, в политике часто приходится идти на компромиссы. И ты понимаешь, что ты здесь вот ты, может быть, там на 5% подыгрываешь своему противнику, власти, да, но ты потом думаешь, все-таки больше пользы ты имеешь там для реализации своих политических целей, для своей целевой группы, там, в целом для страны, для общества. И ты так принимаешь решение, идти или не идти. Вот когда было нам в 2015 году, нам же намекали, поздравьте Лукашенко. Нам просто это намекали. Мы сказали, нет, это намекали, вот ці навпрост? Ну да. Тиснули? Нет, не было никакого тиска, но интересовались. Вот если вас пригласят на инаугурацию, там, поздравить, там, потому что будет же Гайдукевич, там, Влахович, мы сказали нет. Это тот компромисс, вот, на который мы тогда сказали, нет, мы на это не можем. Нет никаких условий, да, при которых мы могли бы, вот там, не знаю, озолотите нас, на это мы не пойдем. Ці мае ваш кандидат шансы на перамогу ў часе сёлетняй прэзідэнцкай кампаніі? Да, при условиях честного подсчета голосов. Полиграф не уздымае ніякіх падазрэнняў да вашых словаў. То есть есть такой маркер лжи, как роботизированная или автоматическая речь. Обратили внимание, когда он стал говорить, да, если подсчет будет, вот эти вот паузы, промежутки, да, то есть говорит о четком осмыслении, что нужно говорить, неоднократно проговорено. Мы их называем эффект легендирования, когда человек подготовил себя, что именно, как правильно отвечать на этот вопрос. И он просто вспоминает этот момент и повторяет. Поэтому здесь я бы сказал, что он подготовился к этому вопросу. При честном подсчете голосов любой человек сегодня 1 на 1 выиграет выборы Лукашенко. Ці будзе ваша каманда ў выпадку фальсіфікацыі заклікаць на плошчу? Нет. Тут детектор не уздымае падазрэнняў аб хлусні. Мы не поведем на площадь. Протежишь это не только площадь. Обратите внимание за речью. То есть он на площадь не погоним, этого не будем. То есть речь и тело соответствуют. Можем доверять. Звать людей на площадь, звать людей на баррикады можно тогда, когда общество к этому готово. Я сегодня не вижу такой готовности у людей. То есть позвать на площадь, не гарантировать людям безопасности, их туда придет немного, для того, чтобы решать политические задачи. Да, у нас есть опыт 2010 года у нашей компании. Мы тогда работали на площадь в штабе Никляева и другие кандидаты. Мы же собрали там, даже по самым там плохим оценкам, там было 20-30 тысяч человек. Этого оказалось мало для решения тех задач, чтобы власть дрогнула. 7,5 минут, и площадь чиста. И поэтому, когда ты зовешь на площадь, и ты думаешь, что туда придет 500 человек, или даже 5000 человек, этих людей изобьют, посадят на сутки, кого-то еще могут под уголовное дело подвести, оштрафуют. И, если ты зовешь, у тебя должно быть чувство ответственности. Это было апошняе пытанне? Да, дзякуй вялікі. Чарговыя допыты асноўных гульцоў гэтай прэзідэнцкай кампаніі на паліграфе. У перадачы «Шчыра кажучы» вы можаце паглядзець таксама на Смарт ТВ і ў групах Белсату, на Ютубе ды ў сацыяльных сетках.